крымских татар, которые, вернувшись в конце 80-х, в 90-м году, учредили в этом городе поселок Исмаил-Бей, один из самых больших на полуострове мест компактного проживания крымских татар. И где-то я рад за себя и за других, потому как этому нашему поселку было присвоено почти забытое тогда имя Исмаила Гаспринского, великого нашего деятеля культуры, просветителя. И также вместе с ним были возвращено и имя Ашик Умера. Одна из первых улиц Исмаил-Бея, которая была названа, которой было возвращено это великое имя великого поэта, великого гражданина. Это было имя Ашик Умера. И сегодня оно, в общем-то, красуется в Исмаил-Бее среди других имен великих наших соотечественников, предков. Не говоря об Ашик Умере, нельзя сказать, назвать именно тех, кто очень сильно постарался. Это деятели интеллигенции нашей крымско-татарской, которые творили, работали в ужасных условиях депортации крымско-татарского народа, которые сохранили эти имена. И при первой же возможности, в 80-х годах, когда началась вот эта вот перестройка и спал вот этот вот установки, вот эти страшные установки советского времени, это периода 1944 года, это известное постановление ВКПБ о запрете изучения тюркской культуры, вы знаете, да, запрет поэмы Едигей для изучения татарами, тюрко-татарами. А затем была вот эта страшная сессия по своим последствиям 25 мая 1952 года, выездной сессии Института истории Академии наук СССР, да, которая запретила изучать гунские, сарматские, крымско-татарские периоды Крыма. И, к сожалению, до сих пор эти установки работают. И я надеюсь, что те люди, которые действительно искренне любят историю Крыма, так же, как любили эту историю вот, великие наши сограждане и Максимилиан прошу прощения, да, Волошин, и менее известная фамилия, это Владимир Шуф, который переводил крымско-татарские поэмы, легенды. И, к сожалению, его изданный сборник, посвященный этим переводам, он не так широко известен сегодня. И хранится единственное, где работал с ним, это в Ленинграде в то время, в 1988 году. Там его фонд, и надеюсь, что время придет и найдутся исследователи, которые поработают с этим фондом, так как Владимир Шуф очень много сил и усилий посвятил переводам Ашика Умера. Вот. Это были люди, которые безмерно были влюблены в историю крымско-татарского народа, крымско-татарского Крыма, словами Волошина, мусульманского рая. И надеюсь, что для исследователей наша большая, в общем-то, площадь и благодарная площадь деятельности, поле деятельности. Говоря об Ашик Умере, я опять же хочу вспомнить, что наша интеллигенция, это работавшая тогда в Узбекистане, она при первой же возможности в конце 80-х годов объявила подписку об издании известных оставшегося наследия Ашик Умера. Вышел тогда сборник в 2 томах Ашик Умера, да, и сегодня мы имеем и вот такой пласт, почти что вот сегодня широко неизвестного, неизведанного вот наследия Ашика Умера, так как этот период совпал с возвращением крымско-татарского народа, с его обустройством здесь в Крыму, и, честно сказать, не было таких благоприятных возможностей для такого близкого и скрупулезного изучения этого наследия и включения его в учебные пособия, в учебники и прочее, прочее, прочее. Но эти люди, это покойный ныне Сафтер Нагаев, это Риза Фазылова, это ныне здравствующая, замечательная наша художница Зарема Красилова. Они приложили, Айдер Усманов, редактор журнала «Илдас».
Это очень большая память о них в наших сердцах сохранилась, и благодарность за то, что они вернулись в то время, использовали вот этот момент и вернули нашему народу вот это колоссальное наследие. Вы знаете, крымско-татарский народ очень богат своей историей, своей литературой. И иногда даже приходит на ум, что даже если бы у крымских татар был единственный Ашик Умер или единственный Бекир Чубанзаде, этот народ, наш народ был бы уже, в общем-то, обессмертен вот, как нация, которая родила таких героев, таких поэтов и обессмертила свое имя. Все это нам сегодня оставлено предками нашими, и наша, наверное, задача это донести до молодого поколения и возродить, насколько это нам удастся, эти имена. Что-то уже сделано, что-то делается. Я очень благодарен организаторам вот этого проекта и надеюсь, что он уверен, что он работает и будет работать во благо Крыма, во благо счастливого будущего, настоящего нашего счастливого, нашего всеобщего будущего. Потому что культура, она объединяет, она облагораживает, она возвышает. Я вас всех поздравляю. Спасибо вам.